С сентября текущего года республику лихорадило угольным ажиотажем. Порою звучали дилетантские реплики о разработке своего разреза, чтобы уголь был дешевле. При этом не учитывались колоссальные для этого вложения капитала, воспитание кадрового персонала и самое главное то, что невозможно купить любыми деньгами – время. Длинный горизонт планирования, 5-летние, иногда 10-летние циклы. То есть в целом мы знаем, да, где через 5 лет тот или иной экскаватор, да, должен будет находиться. Вот, во всяком случае, мы планируем это. Соответственно, здесь мощность скрышных пород, да, вот этого скальника, вот вы его приезжали, вот он, например, вот, 72 метра. Мощность пласта, мы не говорим толщина, мы всегда говорим мощность, да, мощность угольного пласта 7 метров, да, ну, то есть меньше там 10%. Соответственно, для того, чтобы добраться нам до угля, вот его еще не видно, вот где вы видите вот этот экскаватор, да, еще там порядка 20 метров до угля. А до этого требуется многоэпизодная трудоемкая работа. Усредненный цикл для горных работ с момента, как мы заходим на местность нетронутую, и до момента, когда мы выходим на уголь, ну, обычно 3 месяца, не меньше, да, длинный цикл, да. То есть это зачистка верхних, вот как я сказал, осадочных пород наносных, да, соответственно, потом 2 раза отдельно блоками, да, по мощности взрывания, да, переэкскавация, только зачистка, и потом только мы выходим. То есть здесь 6 операций, прежде чем мы доходим до угля. Обычно это минимум. Да, у нас, видите, вот горный бизнес, это не важно уголь, это любой полезный ископаемый. Очень длинный цикл, да, то есть мы должны иметь большое время, да, на, скажем, ну, не раскачка, на подготовку. И также мы долго достаточно, скажем так, закрываем горные работы. То есть сейчас вот все останови, да, мы еще будем работать полгода, понимаете, пока все вот полностью не дойдем до угля. Со слов горняков, самая сложная часть работ приходится не на холодный период года, а именно на лето. У нас самая страда не зимой, на самом деле. У нас самая страда это лето. Мы должны подготовить запасы, да, вот мы сейчас почти, по сути, заканчиваем, да, вот, ну, еще хорошей погоды у нас там, ну, месяца 1,5-2 точно будет. Вот наша задача максимально обнажить уголь, все, и мы готовы, да, и дальше минус 40 будет, минус 50 будет, ну, 50 здесь, не, так, давайте, я сколько ездил, 1 раз только попал, ну, не часто бывает, да, все, мы работаем в любых условиях. Туве очень повезло с качественным каменным углем и тем, что его добыча производится открытым способом, но это стало возможным благодаря развитию в свое время специализированной техники. Ее у Тувинской горнорудной компании 20 единиц, основной из которых является шагающий экскаватор еще советской постройки. Вот этот шагающий экскаватор, который вы видите, да, эта модель называется 1070, да, то есть у нее 70 метров длина стрелы, ковш. Вот сейчас он ковш поднимет, увидите. Кажется, вот он вот такой, он 10 метров кубических. Да? Это основная горная машина, да, которая, ну, по сути, и производит горные работы. Несмотря на высокое качество техники, она тоже имеет свой предел при круглосуточной эксплуатации 365 дней в году. Каждый ремонт обходится компании в копеечку. Только техническое обслуживание двигателя и силовых узлов крупнотоннажного БелАЗа стоит организации порядка 10-15 миллионов рублей. Покупка шин обходится примерно в стоимость средней поддержанной иномарки. Это не говоря о дефицитных запчастях многокубовых экскаваторов. А в следующем году предприятию предстоит вложиться в покупку новых БелАЗов стоимостью 38 миллионов рублей каждый и нового бурового станка. Мы находимся на одном из забоев Кахемского разреза, где в круглосуточном режиме работает 5-кубовый экскаватор. КАМАЗ он загружает 3 приема, а для полоса 3-го газа достаточно 1 ковша. Находясь рядом с техникой-гигантом, с трудом представляешь рядом с нею легковые автомобили. Именно они хотят в нарушение техники безопасности проехать на опасный для них участок. По сути, мы здесь уголь БелАЗами загружаем и привозим туда на склад, и маленьким погрузчиком разгружаем, ну, вплоть до прицепов, да, на обычный транспорт легковой. Уголь совершенно одинаковый, ничего с ним за время перевозки не меняется. Есть просто устойчивый стереотип, что вот из забоя взять это лучше. Не нужно этого делать. Вы подвергаете, ну, себя вот опасности, да, заезжая в угольный забой, да, берете зачем-то глыбы, которые потом сидите, да, по домам раскалываете, да, на качество угля это не влияет никаким образом. Я объясняю, что станции тепловые, они уголь перед сжиганием, да, для максимальной эффективности, наоборот, измельчают в пыль. Ну и понятно, что если вы загрузите глыбами, у вас просто и влезет меньше из-за объема. Приобрели новый погрузчик, который позволит грузить не только большие машины, но и маленькие, включая легковые прицепы.
Сейчас удобнее стало. Ну, новая машина есть новая машина, конечно. Я работал и на старых, и на больших, и, конечно, это две большие разницы. Новая есть новая. Кузов какой? И тепло, комфортно. Это современная техника, удобная, все для человека. Действительно, вместо того, чтобы трястись до забоя по грунтовой пыльной дороге и опять толкаться в очереди, гораздо удобнее загрузиться черным топливом такого же качества на складской территории разреза. Здесь можно спокойно приезжать на прицепах, загружаться. Для этого приобретен малый погрузчик. Здесь уголь не менее качественный, чем на забое. Ну вот в этом сезоне третий раз сюда приезжаю. А на складе вы сколько раз грузитесь? В складе, ну первый раз, Первый раз, да? Удобно здесь на складе грузить? да, удобно. А вы довольны углем, который здесь именно выгружает? Да, Хороший уголь? хорошие загрузили. А вы раньше туда, когда заезжали, вам там удобно было? Внизу? Там тоже очередь надо было. Машин много. Там на самом забое машин много, Да. А сюда приехали раз и загрузили быстро. Да. Для увеличения отгрузок угля населению и сокращения автоочередей Тувинской горнорудной компанией продлен график работы весовых платформ, в том числе и в выходные дни. Также увеличено количество самих весовых для физических лиц до 3 единиц. Заканчивается установка 4-й. По информации руководства компании Каменного Горючего, на зиму 2021-2022 заготовлено в достаточном количестве. Но пока что основной проблемой ТГРК являются перекупщики, закамуфлированные под физических лиц, блокирующие длинными очередями приобретения угля населением непосредственно на разрезе. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Кузел Сарыксерен, Тува 24.